Так, ребята, видимо, слайды будут очень некачественно выглядеть. Почему? Потому что здесь другая система, оказывается, экрана, да? Поэтому мы будем все равно листать кое-какие картинки, чисто как опорный сигнал для себя, да? О чем мы будем говорить. Поэтому заранее прошу прощения за изображение. На компьютере оно выглядит красивее, конечно. Ну итак, еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас будет мастер-класс по первой помощи. К нам сегодня пришли гости. Оно спасатель тоже будут проводить мастер-класс, показывать, как нужно проводить, как нужно правильно спасать жизни людей, если человек попал в какие-либо чрезвычайные ситуации. Ну, для начала я бы хотела дать приветственное слово нашему онлайн-гостю, который подключился из Москвы, Константину Круглову. Это федеральный координатор по направлению оказания первой помощи и сопровождения массовых мероприятий. Вот, прошу внимания на экран. Константин, нас слышно, да, видно? Да, добрый день всем. Спасибо большое за такие теплые слова в мой адрес. В свою очередь, я тоже очень благодарен участвовать в таком мероприятии. И давайте уже перейдем к приятному, а именно к тренировке непосредственно по оказанию первой помощи, непосредственно к мастер-классу. А сначала я вам просто немножко расскажу о нашем направлении, чем мы вообще там занимаемся и как оно у нас устроено. Если вдруг у нас есть слушатели извне, волонтеров нет. Так, наше направление строится таким образом, что мы формируем пул обученных волонтеров по нашей собственной программе, на которой у нас есть лицензия. Соответственно, все волонтеры после обучения непосредственно первой помощи получают диплом о дополнительном образовании. И затем наши волонтеры допускаются к проведению мастер-классов, к проведению акции «Помоги первым», к проведению всероссийского урока по первой помощи, кстати, который проходит у нас каждый год. И также наши волонтеры могут присоединиться к сопровождению мероприятий достаточно крупных по всей стране. Но о них мы чуть-чуть попозже поговорим. А затем давайте разберемся, что такое вообще первая помощь. Я уверен, что коллеги на мастер-классе будут, конечно же, рассказывать, но я пару слов расскажу. Первая помощь – это срочные меры для спасения жизни человека при каком-то несчастном случае, соответственно, для того, чтобы предупредить развитие более сложного состояния и постараться сохранить его текущее состояние до приезда специализированной бригады скорой помощи или просто скорой помощи. Соответственно, наши волонтеры обучаются этой самой первой помощи, и обучаются они в течение 16 часов. Соответственно, ребята самостоятельно выбирают график, по которым им удобно обучаться. То есть, в основном это занимает, может быть, 3 дня, может быть, 7 дней. И, соответственно, потом на данном слайде представлено, по каким темам и по каким ступенькам они движутся в процессе обучения первой помощи. Соответственно, если вдруг вот у наших слушателей в онлайне, может быть, те, кто сидит непосредственно в зале, соответственно, для того, чтобы присоединиться к нашему направлению, нужно, прежде всего, зарегистрироваться на сайте волонтер медики РФ, затем с вами уже свяжется региональное отделение, если вы еще не с нами. А если с нами, то, соответственно, можно просто сказать либо Анастасии Поповой, то есть это руководитель этого направления непосредственно в республике Саха-Якутия. Затем она покажет вам все необходимые умения для того, чтобы
оказывать первую помощь. И после сдачи экзамена вам дадут диплом, и вы уже станете полноправным волонтером в нашем направлении. Соответственно, часто волонтеры наши не хотят останавливаться на достигнутом, и следующей ступенькой их развития в нашем направлении является обучение на позицию инструктора, а именно с целью дальнейшего обучения других волонтеров. Такое обучение у нас проходит ежегодно, проходит оно в течение 36 часов. Для этого мы, дирекция волонтеров медиков, собираем ребят в Москве и проводим такое обучение в течение 3 дней, после которого ребята уже в большинстве случаев уезжают с удостоверением инструктора, которое действует в течение 3 лет. Соответственно, как я уже говорил ранее, пройдя подготовку, ребята могут оказывать первую помощь по совершенно различным состояниям, в которых может пребывать пострадавший. За достаточно короткий период нам удалось сплотить очень большую команду ребят и сопроводить очень большое количество мероприятий. Среди значимых, которые проходят у нас каждый год, и бывают какие-то приездные мероприятия из Европы или Америки, как правило, мы каждый год сопровождаем бессмертный полк, сопровождаем различные марафоны, забеги. Не так давно мы сопровождали Жню России 2021. Буквально вот совсем недавно в Красноярске завершился этап международных соревнований по зимним видам спорта. В 2018 году мы принимали участие в чемпионате мира по футболу. Сейчас наши волонтеры принимают участие в Евро-2020, который проходит в Санкт-Петербурге, и в остальных уголках нашей страны и планеты. Соответственно, если вдруг у вас есть желание присоединиться к нам, то я уверен, что вы останетесь более чем довольны, вы получите обязательно очень интересные и качественные знания, которые пригодятся вам не только для того, чтобы быть просто волонтером в нашем направлении, но и также помогут спасти кому-нибудь жизнь. Поэтому будьте большими молодцами и дальше. И если вы присоединились к нашей онлайн-трансляции, находитесь в аудитории, то это только может говорить о том, что вы хотите творить добро и будете продолжать его делать. Спасибо большое за внимание. На данном слайде представлены мои контакты. Если вдруг у вас появятся какие-то вопросы, можно обратиться ко мне, можно обратиться к начальнику отдела направления волонтерства Кайшат Нахмудиновой. Спасибо большое. Константин, большое спасибо, что уделил нам время. Вы сейчас по Москве, это кажется, 9-10 часов утра, да? Ну, ничего страшного. Да, вот, хорошо. Вот Константин нам рассказал о нашем направлении, а сейчас давайте дадим слово нашим гостям, которые пришли, да? Оно спасатель, да? Хорошо. Добрый день, друзья и коллеги. Давайте знакомиться. О вас нам немножко рассказали уже. Тут за кулисами, как говорится, мы спросили, кто здесь будет. Тут есть, говорят, и очень матерые люди, значит, есть новички и так далее. Значит, мы примерно вас знаем. Меня зовут Пуляевский Василий Александрович. Я представляю автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Спасатель». Сам я спасатель. Моя коллега Якунина Елена Олеговна, она сотрудник Государственного казенного учреждения Служба спасения Республики Саха-Якутия. Она также является инструктором по первой помощи. И сегодня мы в течение часа давайте поговорим о том, о чем сможем поговорить. Конечно же, в течение часа мы не можем вам дать никакой такой большой, крутой информации, как оказывать первую помощь. Не можем охватить всю программу,
которая, кстати, у нас по минимальной шкале должна быть, согласно приказу Министерства образования, не менее 16 часов. Вот. И поэтому мы построим наш разговор таким образом. Мы познакомим вас с теми учебными пособиями, которые у нас есть, в частности, вот с этими тренажерами. Елена Олеговна вам расскажет и покажет. Вот. Потом немножко мы друг друга потестируем, кто что знает. Ну и потом немножко поработаем уже руками и головой, как говорится, разберем некоторые ситуации. Для этого мы тут постелили, видите, покрывало, плащ-палатку. Вот. Поэтому таким образом. Кроме того, мы, если у нас время останется, мы разберем некоторые самые простые вопросы по ситуации, связанные с несчастным случаем, и попробуем их разрешить с вами вместе. Хорошо? Вот, пожалуй, у меня все. Я хотел бы слово Елене Олеговне предоставить. И, наверное, мы начнем, скорее всего, с юридических основ. Вот. К сожалению, тут не очень видно будет, но мы будем ориентироваться по своим записям. Вот. И поэтому сейчас Елена Олеговна вам скажет самое важное и самое главное. Наверное, многие знают, но тем не менее следует повторить о том, каким образом юридически обоснована наша работа по оказанию первой помощи. Раз. Можно первый слайд, да? Ну, в принципе, что касается правовых основ, да, основные законы, которые регулируют деятельность оказания первой помощи, это Конституция Российской Федерации, да, которая определяет, что человеческая жизнь – это наивысшая ценность, да. Затем, значит, федеральный закон об основах охраны здоровья, это 323-й федеральный закон, и 477-й закон, который определяет понятие «первая помощь» и перечень состояний, при которых она оказывает. Но, ну, на следующую попробуйте, там, может быть, нет, наоборот, предыдущий, вот. Ну, юридические аспекты, они всегда так это... Не будем сильно вдаваться, но вот исходя из того, что здесь вы видите, вот эти законы, то есть законодательно все законы стоят на стороне оказывающего помощь. Поэтому единственный, вернее, закон, статья 125 Уголовного кодекса об оставлении в опасности, это единственное, по которому можно, значит, привлечь человека к ответственности. Это за оставление в опасности. То есть, если вы ушли с места происшествия и оставили пострадавшего, не дождавшись спасательной службы. Ну или не оказали помощь, которую могли бы оказать. Да. Давайте, кстати говоря, об этом тоже поговорим. Я, когда с детьми особенно разговариваю, говорю, любой человек, даже если он не имеет навыков оказания первой помощи, не может ее делать по каким-то причинам или не обладает определенными знаниями и решимостью, он все равно может оказать первую помощь. В чем она заключается? Вот как раз в том, о чем сказала Елена Олеговна. Не оставление в опасности. И первую помощь мы можем оказать, как вы думаете, как? Моральная поддержка. Еще версии какие есть? Вот. Скорую кто-то сказал. Правильно. То есть человек любого сознательного возраста в принципе может вызвать скорую помощь. Так? И это и есть наша самая-самая первая помощь. Даже если у нас нет возможности самому эту помощь оказать, мы обязаны вызвать первую помощь. Как правило, если вы вызываете первую помощь, конечно, везде во всех учебниках написано, что если вы вызвали скорую помощь, вы должны дождаться скорой помощи и находиться рядом с пострадавшим. Ну, понятно, что ситуации бывают разные, иногда с рук на руки передают и так далее. Так вот, давайте сейчас попробуем вызвать скорую помощь. А давайте все-таки еще хотела вот акцентировать внимание на том, что такое первая помощь, вот понятие первой помощи. То есть это первая помощь, которая оказывается непосредственно на месте происшествия.
теми, кто оказался рядом. Это может быть любой из нас, да, очевидец, это при ДТП и так далее. То есть наша задача, как правило, это люди без медицинского образования, кто рядом оказался, да, наша задача предотвратить угрозу жизни и здоровью. Если мы оказали своевременно и грамотно первую помощь, то мы тем самым, кроме того, что мы сохраним жизнь человеку, и в дальнейшем этот человек у нас будет жить качественной жизнью, не останется инвалидом, например, если мы неправильно там сделали поворот, да, и своевременно начали всю эту процедуру. Вырастить, родить детей, эти дети родят новых детей. Таким образом мы делаем будущее. Да? Именно так. Извините за экспромт. Вот. Итак, вот посмотрите, как здесь вообще душно очень. Вот. А я на самом деле сердечник многолетний. И что-то мне не по себе, ребята. Испарина на лбу. Вот. Что-то плоховато мне. Присяду, Елена Олеговна. Уважаемые волонтеры, наши действия. Представим, что я диспетчер скорой помощи. Кто может вызвать скорую помощь? Ну, вызовите, пожалуйста, скорую помощь. Давайте, кто? Ну, девушка, давайте. Да, возьмите телефон и как будто, вот я диспетчер. Чувство удушья. Ну, мужчина, возраст примерно 60 лет. Да, ну, адрес говорю, естественно. Уткина 5. Так. Исторический музей. Да. Ну, У нас говорю, реальная сердечный ситуация. приступ, Человеку да. плохо с сердцем. Я Вызываем сказала на конкретный- сердечный приступ, да. Сказала адрес, мужчина и возраст ваш. И Так. мне кажется, этого достаточно. Так, еще пробный. Давайте, вот, пожалуйста. Василий Александрович, вам плохо? Я им буду передавать. Скорая. Скорая. Я позвонила в скорую. Мгм. Алло, здравствуйте. Один пострадавший мужчина примерно 60 лет. Признаками остановки сердца. Да. Дальше. Нет сознания, нет дыхания. Он дышит. Ну, проверяем сначала, как... ладно. Нет дыхания. Уткина 5, второй этаж, конференц-зал. Так, да? С какой стороны можно подъехать? С передней стороны... с передней стороны на второй этаж рядом с гардеробом, сзади гардероба. Вызов принят. Следующий. Еще один. Конечно. Алло, Вы для того здравствуйте. здесь сейчас и собрались. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Что случилось? Мужчина потерял сознание, Так. упал в обморок. Мгм. Первые признаки о том, что у него сердечный приступ, потому что он схватился за сердце. Ему Мгм. примерно 60 лет. Мгм. Адрес Уткина 5, второй этаж. Мгм. Всё? Вызов принят. Почему так важен алгоритм? Алгоритм, которым вы пользуетесь во время вызова скорой помощи. В первую очередь, обычно говорят адрес. Почему? Со связью все что угодно может случиться. В первую очередь вы выпалили адрес. Адрес такой-то, такой-то, Уткина 5, второй этаж, конференц-зал. Дальше может связь оборваться. Но тем Но не там менее, уже, я уже как диспетчер уже знаю, что там что-то Да. произошло. совершенно И верно. уже буду предпринимать какие-то Да. меры. А поскольку все вызовы записываются, и отсутствие связи не является оправданием того, что
подана карета скорой помощи, значит, обязаны будут направить сюда для того, чтобы разобраться в вопросе, обязательно, ну, какую-то бригаду. Понятно, да? Вот это первое. Поэтому 7-й существовал слайд-то алгоритм. можно поставить, Ну, если... далее Елена Олеговна расскажет, но я бы хотел обратить ваше внимание. Чем четче, быстрее и объемлюще вы опишете состояние, тем легче будет оказать первую помощь. Почему? Потому что есть простые бригады, есть реанимационные бригады, есть кардиологические бригады, есть бригады педиатров и так далее. И в разных случаях нужно подобрать ближайшую машину именно примерно этой направленности. Подходящие именно Да, для этой ситуации. Да, именно для этой ситуации, этой патологии. Например, кардиологическая бригада. У нее оснащение совершенно другое, да? Потому что мы наблюдаем, и я был этому свидетелем, приезжает бригада на место, не справляется, простая бригада, человек уже в состоянии комы, и эта же бригада вызывает уже кардиологию потом. Время прошло, человека мы потеряли. Я вам реальную историю рассказываю. Вот. Человека мы потеряли из-за того, чтобы не было времени. Почему? Видимо, неправильно информировали диспетчера. То, что смогли, то и сказали. Вот. Ну, остальные нюансы расскажете, Елена Олеговна? Ну, во-первых, нужно понимать, что диспетчер, он в программе работает тоже, да? Поэтому, во-первых, последовательность соблюдаем. Первое, правильно он сказал, Василий Александрович, что говорим, где это случилось, ввиду того, что вот, несмотря на то, что мы сейчас у всех связь везде, в любом месте, и в лесу, и везде, но она все-таки нестабильна. Это не проводная телефония, да? Вот. Далее, значит, первое, значит, что случилось. Второе, что случилось. То есть падение с высоты, или там человек вот утонул, или вот плохо с сердцем стало, да? Обязательно сообщаем количество. От этого зависит, сколько бригад. Одно дело, вот одному человеку стало плохо, а если, допустим, какое-то, значит, массовое ЧП, да, там завал, падеж. обрушение или еще что-то такое. Массовый падеж. Массовый падеж. Вот. Значит, там понадобится несколько бригад. Число пострадавших, пол, женщина или мужчина. Что касается возраста, понятно, что мы, допустим, ну вот там как вы так четко определили, да, по возрасту? Да, спасибо за возраст. Я Вот. теперь себя Но лучше чувствовать можно буду. оперировать такими понятиями, как, допустим, младенец, там, дошкольник, там, школьник, подросток, дедушка, бабушка. Ну вот так, чтобы было понятно, да? Обращаем обязательно внимание, если это дети. Потому что если ребенок, то там совершенно другая. Если скорая приезжает, у нее должно быть соответствующие медикаменты, соответствующее оборудование, подходящее именно для этого человека, для ребенка. И, значит, на что еще акцентирую внимание, что трубочку кладем только после того, как диспетчер вам скажет, вызов принят. Потому что у него могут быть какие-то дополнительные вопросы. Допустим, если непонятно, там, как подъехать, где вы находитесь, он какие-то дополнительные вопросы будет задавать. Поэтому трубочку кладем только после того, как вам диспетчер сообщает о том, что вызов принят. Забегая вперед, хочу сказать о том, что бывают ситуации, когда нужно сначала оказать помощь, а потом звонить. Забегая вперед. Ну, вот такие вопросы у профессионалов, которые, может быть, нас слушают, наверняка возникнут. И вот эти все вопросы, все тонкие нюансы эти мы с вами будем изучать, я думаю, 27-го мы планируем начать обучение по программе «Волонтер-медик» 26 и 27 июня. Вот. Планируем всю информацию дать в течение 2 выходных дней, для того, чтобы люди могли сразу, не растягивая, как бы получить знания, и в конце этого обучения вы все получите соответствующие сертификаты об окончании курсов оказания первой помощи в организации, которая имеет на это лицензию, ОНО ДПО «Учебный центр «Спасатель». Заниматься с вами будут
не только наши преподаватели, но в основном будут заниматься спасатели службы спасения. Люди, которые, может быть, и не имеют медицинского образования, но которые ежедневно сталкиваются с этими вопросами. То есть у них есть очень большой опыт, как оказать помощь, не имея под рукой каких-то серьезных медицинских аппаратов и так далее. Поэтому я приглашаю всех, и мы через Анастасию дадим информацию, точное время, мы еще посоветуемся, точное время. И как вы думаете, если в субботу, воскресенье сразу же пройти все эти 16 часов, это устроит? Как ваше мнение? Или же это нужно растягивать по 2 часа каждый вечер на 20 дней, например? Нет, это будет таким образом. Мы будем собираться в учебном классе. Вот у нас, мы только часть тренажеров привезли, которые у нас есть. У нас очень неплохое оборудование есть, электронное, симуляторы электронные. Будет, вот как и сейчас мы с вами беседуем, будет очное обучение. Те, кто не может очно принимать участие, они будут на удалении. Да, онлайн будут. Кроме того, я хочу сказать, что в некоторых районах у нас есть свои симуляционные центры. Это как бы небольшие классы, оборудованные как раз роботами-тренажерами, там учебные модули есть, там есть инструктора. И человек, который закончил у нас курсы, может в Якутске, Верхневилюйске, в Нерюнгри, где-то, может быть, у нас сейчас в Чукурдахе открылся симуляционный центр. И постепенно мы продолжаем это делать по республике. Люди, которые с нашим сертификатом туда придут, они смогут свободно и бесплатно прийти и там поддержать свой навык. Вот. Ага. К чему это я? Елена Олеговна. Ну, вот то, что касается вызова скорой помощи, вот Василий Александрович сказал, что есть состояние, есть моменты и ситуации, когда сначала мы вызываем скорую помощь, а потом уже приступаем к оказанию первой помощи. Естественно, это экстренное состояние, да, когда у человека когда человек в состоянии клинической смерти, это у нас 5-6 минут, да, и мы можем потерять человека. Если опасное кровотечение массивное, если в течение 2 минут мы не окажем помощь, то человек у нас погибнет. То есть мы при таких критических состояниях мы сначала оказываем помощь. Если вы одни, конечно, да, то тогда сначала оказываем помощь, потом вызываем скорую помощь. Ежели вы не один, если у вас есть помощники или рядом кто-то есть еще, вы четко, внятно кому-нибудь говорите, вот, допустим, вы вызовите скорую помощь, вы пойдите встретите эту скорую помощь и приступайте к оказанию помощи. И еще есть такой момент, что если вы один, то есть функция громкой связи. Телефон на громкую связь поставили, на автодозвон, положили телефон рядом с собой и пока, значит, осматриваете и там оказываете помощь, идет автодозвон. Дозвонились, сообщаете, вот где случилось, что вы делаете и так далее. Давайте вот эту формулу еще раз подведем черту под вызовом скорой помощи. Итак, мы должны сказать диспетчеру, где случилось, с кем случилось, да, и что случилось. Понятно, да? И ни в коем случае не кладем трубку. Количество обязательно сказать. Да. Пол. Ну, это уже детали, как бы, которые мы, вот я и сказал, будем изучать потом далее с вами да, вместе. общие так. В принципе, да, если так общее говорить, что, где, что, когда и кто передал. Все. Вот. Да, кто передал, вот никто не назвался, нужно говорить, звонит Петя Иванов, да, пионер Петя Иванов, и ждете, пока диспетчер не скажет все, находитесь на месте, тра-ля-ля, и кладите трубку. Почему не кладут трубку пока первые, те, кто вызывают? Потому что у диспетчера может возникнуть дополнительный вопрос. Мы ждем, пока он сам не отключится. Все. Вот по этой теме мы, наверное, остановимся. Хотелось бы, конечно, охватить, вот я как понимаю, волонтеры-медики, они работают на массовых мероприятиях часто, да? И мы бы хотели разобрать, но я боюсь, не успеем, но попробуем, да, разобрать такие самые простые мы сейчас вещи. Общие положения. Да, такие. общие такие самые простые вещи. Что может случиться, когда вокруг много народу? Ну, например, летом у нас там игры. Нет, я хотела бы сначала немножко по-другому. Хорошо. Давайте. Значит, Уступаю грубой силе.
Просто вот сейчас мы с вами поговорим о общих правилах оказания первой помощи. Да? Значит, первое, о чем нужно думать, это о безопасности. Безопасность, личная безопасность вас, как оказывающего первую помощь, да, и безопасность пострадавшего. Потому что, допустим, вот вы увидели девушка лежит, а рядом с ней электрический провод, да, например. Если вы подойдете, естественно, вы тоже рядом также и ляжете. И вместо того, чтобы помочь, получается, вы еще и будет два, да, помогать будет некому. Поэтому безопасность личная, безопасность пострадавшего во время проведения. Второе. Это осмотр на предмет, быстрый осмотр, буквально 1-2 секунды, на предмет, что угрожает жизни пострадавшему. То есть от чего он может умереть сейчас, вот в данную минуту. То есть если у нас человек в состоянии, если у него нет сознания, нет дыхания, да, нет сердца или опасное кровотечение, вот, то, соответственно, мы сначала оказываем эту помощь, а затем уже вызываем скорую помощь. Когда мы оказали вот эту неотложную помощь, да, то есть устранили те причины, от которых человек может умереть, там мы уже делаем более подробный осмотр и смотрим травмы, дополнительные какие-то раны, и уже в соответствии с этими травмами и ранениями оказываем последующую помощь. Далее, после того, как мы оказали вот помощь при ранении, допустим, наложили асептическую повязку, нужно придать удобное положение пострадавшему до приезда скорой помощи. Потому что когда человек лежит в неудобной позе, да, это причиняет ему дополнительную боль, то есть это способствует развитию травматического шока, что в дальнейшем, естественно, негативно скажется на его лечении и на качестве жизни этого человека. И, естественно, контроль состояния и психологическая поддержка пострадавшего до приезда бригады скорой помощи там, или спасателей. Ну, и там уже, когда передали, мероприятия, когда да. же у нас массовые мероприятия будут? Сейчас, минуточку. Теперь я хотела бы остановиться на пункте, когда я вам сказала, значит, оказание неотложной помощи, то есть вот когда когда человек находится в критическом состоянии. Существует универсальная схема оказания первой помощи. Она состоит как бы из 5 шагов. Первое – это если нет сознания, дыхания и отсутствует сердцебиение, то есть это состояние клинической смерти, то значит, мы проводим сердечно-легочную реанимацию. Что касается наработки навыков, вот именно по этому первому пункту, когда вы придете к нам и будете обучаться, у нас будет задействован вот этот тренажер, которого зовут Гоша. Но есть у нас еще это большой Антон, да. Взрослый дядька, он покруче будет. Да. Его зовут Гоша. Это робот-тренажер 5-го поколения. У него приятная, в отличие от обрубышей, да, вот этих, так скажем, кожа искусственная. Он снабжен светодиодной подсветкой, то есть все ваши действия, правильные или неправильные, да, включилось, они будут, так не сделаете, не отреагирует это только в положении правильном. Он показывает правильные ваши и неправильные действия. Да? На нем мы отрабатываем вот эти сердечно-легочную реанимацию. Ну вот зеленое есть, и если красное загорится, значит, например, ребро сломали, да? Да, неправильно сделали. Вот одно отросток. ребро, 2 ребра, может мочевидный отросток, мечевидный, извините. Еще если вы неправильно делаете ему вдох, то есть ваш выдох, его вдох, некачественно, не загорится специальный индикатор. Если вы, тут синий индикатор загорается, значит вы уже видите, что вы полноценно, эффективно сделали элемент этого упражнения по оживлению. Поэтому очень удобно с ним работать. Кроме того, у него, когда начинается потихонечку, вы его возвращать к жизни начинаете, пульс начинает потихонечку проявляться, у него начинают светлеть глаза, зрачки и так далее. И вы видите уже, эффективно вы делаете или нет. Но частенько мы не справляемся, и он на ходу видно, как он умирает, и пульс у него исчезает.
Ну, просто он запрограммирован таким образом, что если в течение 2 минут вы делаете все верно, эффективно, с соблюдением времени, не затягиваете, да, то тогда в течение 2 минут он оживает. У нас был случай, девочка с Нижнего Бестяха среди своих одноклассников, вместе дети вот реанимировали все по очереди, и она делала, у нее не получается, и вдруг кто-то из толпы и школьников сказал: ну все, он у тебя умер. Вот. И мы ее с трудом, еле-еле при помощи психолога успокоили. Она так рыдала страшно. То есть вот когда начинаешь делать, кажется, что это все реально. На самом деле я бы хотел еще отметить по тренажерам, вы, наверное, это знаете, но следует сказать, ни в коем случае нельзя тренироваться по сердечно-легочной реанимации на живых людях. На мертвых тоже нежелательно, конечно, да? Но на живых особенно нельзя. Почему? Потому что это может навредить. Если вы даже не человек, ничего не почувствует, все нормально, пойдет потом, но в отдаленной перспективе у него могут развиться сердечные болезни. Понятно, да? Потому что сердце бьется, вы встречные удары делаете, компрессионные и так далее, так далее. Могут развиться различные патологии с сердцем и с легкими, и с чем угодно. Поэтому друг на друге, мы всегда это говорим, потому что многие после занятий выходят и начинают там друг на друге тренироваться. Это очень опасно для жизни и для здоровья. Поэтому об этом следовало сказать. Это мы сейчас говорили о тренажере, который мы используем для отработки навыка при, значит, первом, так скажем, первом шаге, при первом пункте универсальной нашей схеме оказания первой помощи. Второй пункт. Мы идем как бы по логике приоритетов, да, по критичности состояния. То есть самое критичное состояние – это вот то, что мы отрабатывали на ГОШи, это клиническая смерть. Второе критическое состояние – это кома. Мы отрабатываем на тренажере Глаша. Вот у нас девушка, сейчас я ее включу. Что такое кома, мы знаем, да? То есть это потеря сознания свыше 3-4 минут, да? Она может быть там диабетическая, и алкогольная там, и так далее. То есть сознания нет, но дыхание, сердце есть, да? Дыхание есть, сердце работает. Вот. А в этом состоянии что мы должны сделать? Вот мы включаем этот тренажер в течение 2 минут. Если мы нашу Глашу не переворачиваем на живот, у нее пропадает сердцебиение. Вот сейчас я ее включила. Вот я проверяю пульс на сонной артерии. Пульс есть. Если мы... Вот, она умерла. А давайте уже... мы ее не успели спасти. А давайте уже начнем делать переворот. Давайте вот, начнем переворот. Давайте так. Да, вот состояние комы было сказано, да. Вообще, это общепринятая практика при всех непонятных состояниях, когда у человека, даже при ранении, если вы даже его забинтовали, оказали помощь и кого-то ждете, вам нужно в любом случае человека повернуть в устойчивое боковое положение или на живот, как говорят, да. Зачем мы кладем человека в устойчивое боковое положение? Реанимацию делать не надо, сердце работает, все, дыхание есть, сознания нет. Можно я дополню, да? Да, хорошо. Угу. Значит, дело в том, что когда человек у нас в бессознательном состоянии, да, у него отсутствует кашлевой рефлекс, глотательный рефлекс, и если у него скопилась слюна или кровь, то он проглотить это не сможет, и все это пойдет куда, естественно? В дыхательные пути. Плюс ко всему, чаще всего человек теряет сознание у нас при черепно-мозговой травме, да? При черепно-мозговой травме часто бывает, открывается рвота. И вот происходит как раз аспирация содержимым дыхательных путей. Кроме того, когда, значит, даже если у него нет рвоты, там все нормально, во рту все чисто, но когда человек у нас в бессознательном состоянии лежит вот таким вот образом, да, на спине, то язык, это же массивная такая мышца, да, она расслабляется, подязычные мышцы расслабляются, и язык западает на глотку и перекрывает дыхательные пути. И поэтому даже если у вас человек, все, сердце у него бьется, дыхание есть, все нормально, вы скорую вызвали, ну и тут пока ходили, скорая приезжает,
а человек у вас уже все, человек умер, потому что он задохнулся. Вот, поэтому, если человек без сознания, мы его обязательно переворачиваем. Это так называемый гражданский переворот спасения, да, мы его Да. переворачиваем на живот. Я добавлю, что у военных это тоже один из самых распространенных приемов. Раненого всегда переворачивают на живот. Там некогда навык перекладывать иногда бывает, да. Там просто берут, переворачивают на живот и бегут дальше. То есть оставляют все дело санитарам дальше. Вот. Если нет возможности сразу оказать помощь под огнем где-то, в бою и так далее. Поэтому это один из самых распространенных приемов помощи пострадавшему, у которого есть дыхание, есть пульс, но нет сознания. И Я вот щас хотела бы- возникает вопрос, как его перевернуть, нужно этому простому навыку научиться. И давайте мы с вами сейчас попробуем. Часто возникает вопрос, вот я ложусь, Можно выходит... давайте на этом покажу, на тренажере, чтобы понятно был Не, механизм. сразу на мне давайте покажем. Я не против. Нет, что происходит. Ну давайте. Ну давай. Нет, вас мы катать не будем. Не потому, что он массивный, а просто потому, что у него плечо болит, и боюсь, что мы потом его потеряем. Значит, вот смотрите. Пошутить хочется прям. Дело в том, что когда мы переворачиваем, да, вот смотрите, я сейчас пока покажу просто, как бы вот я подошла, вот просто и переворачиваю. Вот смотрите, что происходит. Вот это манекен, да, он жесткий, поэтому у него голова что делает? Она вот так. А на самом деле голова-то у нас падает. А мы не знаем, что с ним произошло, от чего он у нас без сознания-то лежит. Может, у него повреждение позвоночника. И если мы его вот так вот перевернем, то у нас произойдет смещение либо в шейном отделе, либо здесь в момент скручивания. Поэтому, да, мы человека спасли, то есть дыхательные пути ему освободили, там у него во рту ничего не скапливается, все стекает произвольно на землю, да, он у нас дышит, живой до скорой дождался, но впоследствии он у нас может остаться инвалидом, то есть всю жизнь пролежит. Ну, на кровати. или умереть Да, может или вполне. Или погибнуть. Поэтому Да. переворот нужно делать правильно. Делаем. Делаем. А вот теперь делаем переворот. Сейчас мы покажем с Еленой Олеговной. Значит, возникает вопрос, вызывали мы взрослых и школьников специально. Маленькую девочку, большого дядьку. И она говорит, как же я такого кабана переверну? Да, на учебно-тренирующих сборах. Да. Да, 106 килограмм дяденьку ворочали только так все. Поэтому мы сейчас вам покажем, как это можно сделать. Кого положим? Так, давайте, молодой человек, вот в очках, прошу. Потому что вы побольше, самый, пожалуй, накачанный. Вот посмотрите, человек лежит на спине, сознания нет, ясно, что он еще тяжелее становится, чем живой. Подходите поближе, пожалуйста. Подходите. Поднимаем наверх. Так. Так. Теперь покажем второй вариант. Обратите внимание, вот рука и колено – это рычаг. Смотрите, он автоматически лег. Я сейчас его, Елена Олеговна, переверните его в другую сторону, там видно сразу будет, как он лежит. Обратите внимание, вы спиной сейчас увидели, да? Спина ровная, шея, голова лежит на руке, шея со спиной на одной линии. То
То есть если даже у него поврежден позвоночник, мы сохраняем прямую линию. Так, только вот с этой стороны встаньте. Смотрите. Вот смотрите, как, не надо, поставьте ногу. Вот смотрите, вот мы поставили ногу. Ага, отходи. Смотрите, обыкновенный хороший рычаг получается. Достаточно толкнуть вот сюда и сюда, и он у вас перевернется. Сами не переворачивайтесь. И он у вас перевернется. И с этой стороны Таким точно так образом, же. даже девочка-школьница может легко перевернуть взрослого мужчину. Понятно, да? Так. То есть вот этот сохраняющий прием. У нас есть еще мужчины? Так, он мужчина. Подходите. Давайте, попробуйте. Давайте сразу, я лягу еще. Давайте сразу. Так, ближайшую от себя руку запрокидываем вдоль головы. Так, ага. Прямо ее. Ага. Так, эту руку сюда. Ногу в колено. Так, ага. Колено. Дуем. Поднимаем, да? Мгм. Вот так вот его. Вот так уложили. И теперь за плечо. Не, за плечо. За плечо и вот. Или за колено можете. Да, и все, и вот он даже вот так вот лег. Все хорошо. Да, пожалуйста. Ага. Пожалуйста, подходите. Ближайшую от себя руку. Вы когда делаете, вы про себя, вот когда вы учитесь, да, проговаривайте. Тогда потому что, получается, вы на слух запоминаете и руками запоминаете. Отпусти руку-то там. Двумя ручками берешь так и поднимай. Угу. Все. Теперь за плечо. Можешь, если не получается, с этой стороны подойди и наоборот его от себя толкни. Ничего страшного. Как удобно. Нет, так не стоит. Да? Ну ладно. Вы практик, вам виднее. Вот туда толкаете и в плечо. Или в локоть. Все. Даже вот, ну, при любой, получается, и с той, и с этой стороны она делает, у нас не происходит нигде скручивания, правильно? Ни в одном отделе. То есть позвоночник мы ваш сохранили. В общем, будете бегать. Спасибо. Все, В спасибо. общем, прием простой, но следует потренироваться. Почему рука поднимается? Понятно, да? Если рука будет лежать, вот это плечо вам будет мешать перевернуть человека, да? Будет мешать вот так. Руку подняли, эту согнули, у вас образуется рычаг, здесь также рычаг. Можете от себя толкать, можете на себя, кому как удобнее. У нас осталось 5 минут, да? Значит, вот мы сейчас с вами проговорили про 2 пункта нашей универсальной схемы. Первое. Нет сознания, нет дыхания, пульса нет. Сердечно-легочная реанимация. Нет сознания, есть дыхание, пульс есть. Гражданский переворот. И третье состояние, тоже критическое, вот, это массивное кровотечение. Включите. Это артериальное кровотечение. Включите. Вот на данном тренажере у нее 2 функции. Вот это кома, и третье Вот посмотрите. это ранение бедренной артерии. Так. Вот. Видите, она еще, у нее еще звуковое сопровождение. Мы здесь экстренно должны, что это артериальное кровотечение, мы должны Давай. пережать. Давайте, Василий Александрович. То есть я экстренно, вот, например, а теперь я могу брать телефон и звонить другой рукой, но пока я держу артерию, да? Понятно, да? Или Вот призываете это пока и кого на есть помощь и так далее. тот экстренный случай, когда нужно, конечно, сначала остановить кровотечение, как Елена Олеговна сказала, 2 минуты, человека нет. Это артериальное тяжелейшее кровотечение. Пожалуйста. Меня зовут Вася. Так. Выключайте. Ага. Я вас выключаю.
Это третий пункт, да, то, что мы говорили. Ну и четвертый, если ранение, если, значит, есть раны, то мы накладываем асептическую повязку, да. И если есть, и пятое, это если есть переломы, то, значит, соответственно, проводим иммобилизацию. И Вот это вот о чем бы мы ни говорили, там падение с высоты, утопление, удар электрическим током, в любую минуту в этой ситуации может возникнуть, значит, вот такое состояние, которое мы сейчас вот с вами 5 пунктов, которые разобрали. Ну и наша встреча подходит к концу. Хотелось бы сказать вот о чем. Мы, когда проводим занятия, мы не только с тренажерами работаем, мы разбираем ситуационные задачи. То есть люди, которые у нас находятся в группе, они могут выйти 4-5 человек, одно задание, у других 4-5 человек другое задание. И мы обязательно прорабатываем вопросы, которые должны вас интересовать, потому что мы вопрос толпы рассматриваем всегда. Бывают такие ситуации, когда человеку нужно оказать помощь, вы берете на себя эту функцию, а в толпе всегда находятся умники, да? И, в общем, иногда это, не дай бог, еще если рядом друзья, родственники, и не дай бог, они еще пиво попили, ситуации разные возникают. И вот мы будем вас учить о том, как гасить эти состояния, как убрать мешающие вам факторы для того, чтобы все-таки эффективно оказать первую помощь. Ситуации бывают разные и часто опасные. И об этом мы тоже будем разговаривать и решать ситуационные задачи коллективно в том числе, индивидуально и коллективно. Вот таким образом у нас построены занятия. То есть сначала мы отрабатываем вот эти все практические навыки, а потом уже их применяем в конкретной ситуации. То есть моделируем ситуацию и разбиваемся на группы и работаем. В заключение я бы хотел что сказать. У нас в визитах сейчас не принято иметь другой век. Значит, я могу сказать телефон, если это интересно. 914-2-711-027. Это телефон Елены Олеговны. И мой телефон точно такой же, но кончается на 5. Вот. Если кому интересно, запишите. Еще я хочу анонсировать открытие в начале июля нашего сайта, где будет возможность завести личный кабинет и бесплатно получить информацию или обучиться первой помощи на сайте. Ну а так, в принципе, наверное, вся связь у нас будет через вашего координатора, Анастасию. Ну так, чтобы тоже не очень удобно будет, если каждый. Да, будет поэтому, звонить. наверное, мы по Zoom еще позанимаемся. Мгм. Вот. Пожалуй, все. Вопросы есть? У нас 2 минуты осталось на вопросы. Пожалуйста. Вопросов нет? В Кобяйском нет, пока не планируется. Пока не планируется, мы до этого не дошли. У нас, в общем, я сейчас перечислю: Томмот, Нерингри, Чукурдах, значит, Верхневилюйск и Нюрба. Пока это там, где есть эти симуляционные центры. Но я думаю, что мы их будем развивать. Эти центры возникли буквально в конце 2019 года, совсем недавно, чуть больше года прошло, значит, да. И на будущий год мы, наверное, будем открывать еще такие центры в других местах. Ну и хотелось бы идти поближе к северу, туда, к Арктике, чем мы и занялись в этом году. И вот в этом году мы в Чукурдахе открыли, в Алайхевском районе открыли учебный класс такой. Вот. Еще вопросы? Ну, вся информация будет на нашем сайте, который сейчас делается. Его делает наш технопарк, ООО «Квантум». Там такая организация есть, молодые талантливые ребята. Вот. Они сейчас как раз разрабатывают вот этот сайт, где можно будет дистанционно обучиться. И самое главное, бесплатно. Для добровольцев все бесплатно. Ну, пожалуй, все. Ладно, спасибо за то, что были активными. Спасибо за внимание. Всего доброго. Я надеюсь, мы встретимся на наших занятиях, в наших учебных классах. Приходите, пожалуйста, и приводите друзей. Сами знаете, что первая помощь нужна всем, от мала до велика. Независимо от возраста, профессии, да, и вероисповедания, как говорится, да.
Это необходимо и в быту, и на службе, и на работе. Все. Будьте здоровы, живите долго, без травм и потрясений. Спасибо. Большое спасибо, что пришли, ну, как бы рассказали, все так очень доходчиво. Ну и ребята тоже, чтобы, ну, главная информация, чтобы не прошла мимо нас, да, все это запоминайте. Ну, надеюсь, все запомнили, да? Что мы делаем, когда человеку плохо? Да, хорошо. Алгоритм помните? Ага. Хорошо. И не забываем представиться, да? И выключаем мы сами или когда диспетчер сказал? Да, главное, чтобы диспетчер выключил. Хорошо. Ну что ж, сейчас у нас небольшой перерыв 10-минутный, и после уже будет другой мастер-класс, да? Ага. Ага. Хорошо. И также наша благодарность, да, вам, что провели такой мастер-класс. Большое спасибо. Александрович, Сатиеву и еще Алексеев Геннадий Гаврилович. Да, Геннадий. Ага, хорошо. Ребята, давайте сюда к нам. Ну что ж, не стесняйтесь, давайте проходите.